Вы смотрите итоговый выпуск новостей в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Прямо сейчас о самых значимых событиях уходящего дня вы узнаете из материалов наших корреспондентов. И вначале коротко о темах. Прототип жидкости для тушения пожара. В селе Табага прошли испытания раствора. Увенчались ли они успехом? В Алдане состоялась церемония открытия детского сада «Дельфин» на 120 мест. Наши коллеги поздравили с новосельем дошколят и педагогов. Сегодня отмечается День транспортной полиции России. Наш корреспондент подробно узнал о их работе. Ловить зайцев не в лесу, а в общественном транспорте. В Ленске проходят рейды по выявлению безбилетников. Электронные книги на русском, якутском и на языках малочисленных народов Севера. Сегодня в Якутске презентовали новое приложение. Сегодня состоялось заседание оперативного штаба по охране лесов от пожаров, а также по вопросам подготовки к пожароопасному сезону текущего года. Повесткой дня стали западные районы республики. Это Мирнинский, Вилюйский, Сунтарский, Нюрбинский и Верхневилюйский районы. На текущий момент ведется организационно-практическая работа для совершенствования структуры лесопожарных формирований и приведения в готовность личного состава техники. Как было отмечено на совещании, в этом году большие средства предусмотрены на авиацию. На тушение будет привлечено 23 воздушных судна, на авиационный мониторинг – 27. Также активно ведется набор новых сотрудников. Сейчас на 564 новых вакансий набрано 334 человека. Всего этим летом планируется задействовать 1119 специалистов охраны лесов. В прошлом году эти районы сильно горели, только в одном Сунтарском районе больше 100 пожаров было. Сегодня мы видим, где-то работа идет хорошо, где-то не очень, где-то откровенно слабо. Мы сделали замечание и уверены, что мы все равно этот вопрос до логического конца доведем. По привлечению бюджетных средств со стороны федералов добились, к сожалению, через такую трагичную картину, как 2021 года. Но и сегодня мы знаем, что почти 5 раз увеличено, и те лесопожарные силы, которые расположены, по сути, по всей территории республики, и в том числе в западной зоне, они увеличиваются, и мы надеемся, что повторения той картины 2021 года в 2022 году не будет. В селе Табага прошли испытания прототипа жидкости для тушения пожара. Главное преимущество раствора в том, что он не замерзает при условиях низкой температуры. Увенчались ли успехом испытания, узнаете из следующего материала. Разработанный Московским государственным техническим университетом имени Баумана раствор был доставлен в Якутск железной дорогой еще в начале года. С тех пор он хранился на улице. Как уверяют специалисты, за все это время раствор сохранял свое жидкое состояние. Проведена целая серия лабораторных испытаний в течение года. Продобран химический состав жидкости, который бы соответствовал температурному режиму, установленному техническим заданием. То есть до минус 45 градусов она должна быть устойчивая как жидкость и в то же время обеспечивать тушение пожара. То есть таким образом было решено продвинуться в решении проблемы замерзания жидкости. Для натурного испытания сотрудники противопожарной службы республики специально подожгли деревянное строение. Как только огонь разгорелся, на место прибыл первый пожарный расчет. Специалисты в транспортное средство предварительно закачали 1200 литров незамерзающей жидкости. На данный момент, сегодня температура минус 30 градусов. Мы видим, что объект пожара потушен. И вода действительно, она пока на данный момент, прошло уже 15 минут после тушения пожара, она не замерзла. Для Якутии у нас присущи такие факторы. К опасным факторам пожара у нас при затяжных пожарах в зимнее время появляется льдообразование, парообразование, что мешает успешному быстрому тушению пожара, развившихся пожаров на больших площадях. Кроме сохранения жидкого состояния, раствор должен быть и экологичным. Так в состав жидкости были добавлены только те компоненты, которые не несут вреда окружающей среде. Я думаю, что эксперимент достаточно удачный, и он полезный будет в будущем
мы будем ее применять в промышленных условиях для нашей республики. В дальнейшем у нас разрабатывается дорожная карта по внедрению в промышленное производство, и в рамках этого будет создана различная инфраструктура, и организационная, и финансовая сторона будут решаться. Незамерзающая жидкость для тушения пожара была разработана в рамках соглашения о сотрудничестве между республикой и университетом имени Баумана. Подобная жидкость, как отмечают специалисты, наиболее актуальна и необходима для применения в арктических районах Якутии. Евгений Тайтонов, Георгий Григорьев, Табага. Перейдем к эпидобстановке. На 18 февраля в республике выявлено 1423 новых случая коронавирусной инфекции. Так, в Якутске зафиксировано 545 случаев, 101 заболевший в Алданском районе, 93 в Ленском, 89 в Нюрбинском. Еще в 25 районах республики выявлено от 2 до 70 случаев заражения COVID-19. Несмотря на большое количество случаев заболевания и скорости распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется относительно легкое течение заболевания. Между тем, работу школьных кружков, секций дополнительных занятий малыми группами не более 15 человек разрешили в столице республики с 21 февраля. Такое решение приняли сегодня, 18 февраля, на заседании санитарно-противоэпидемиологической комиссии города. Образовательные организации должны организовать генеральные уборки в помещениях с применением дезинфицирующих средств. Также они продолжат профилактические мероприятия с родителями по ограничению посещения детьми мест массового пребывания людей, в том числе кинотеатров, спортивных залов, объектов торговли и общественного питания. А в Нерюнгри ситуация остается стабильно напряженной. Она характеризуется подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшие 2 недели. Так, за минувшие 7 дней были зарегистрированы более 800 случаев заражения вирусом COVID-19. Сохраняется относительно высокий уровень заболеваемости и низкий охват вакцинации. Оба эпидситуации в Южной Якутии в материале Тамары Игнатьевой. Но ситуация более-менее стабилизируется. С начала этой недели начался поэтапный выход детей с дистанционного обучения. Сейчас в школах района учатся ребята среднего и старшего звена. Со следующей недели, когда они уйдут на каникулы, учиться пойдет начальная школа. За прошедший период было зарегистрировано 847 случаев. На четверг этой недели зафиксировано всего 645 случаев. То есть уже отмечается определенное снижение. И в первую очередь это по детскому населению. По мнению главного санитарного врача, групповая заболеваемость отмечается как в семейном, так и в производственном секторе. Этому способствует высокая контагиозность новой коронавирусной инфекции, особенно ее штамма омикрон. Это в первую очередь заметно по крупным промышленным предприятиям, таким как Колмар, Якутуголь, Транснефть, Газпром и так далее. То есть на этих предприятиях свыше 10, а то и по несколько десятков случаев регистрируются в течение 1 недели. При этом низкий охват вакцинации работников наблюдается именно у этих предприятий. На сегодня район, к сожалению, не достигает плановых цифр – 80% вакцинированных от общей численности взрослого населения. Первым компонентом у нас привито около 41 тысяча примерно населения Нерюнгринского района, что составляет примерно 71%. Вторым компонентом у нас привито около 24 тысяч населения, примерно 40% населения Нерюнгринского района. На сегодняшний день даже до 6 тысяч человек мы не дошли по ревакцинации. Стоит отметить, что с этой недели в Нерюнгри начала действовать аудиоконсультация врачей. Каждый, кто обнаружил у себя симптомы заболевания, позвонив по единому номеру 122, имеет возможность получить консультацию терапевта по телефону и даже открыть больничный. За 4 дня на портал обратилось 33 человека, из них 12 больничных листов было выписано дистанционно. Больничный выписывается единовременно на 7 дней. Если самочувствие нормализовалось, человек выздоровел, то мы также дистанционно закрываем больничный лист. Врачи считают, что только обеспечение специфической профилактики, такой как вакцинация, позволит значительно снизить процент заболеваемости, поможет нам достичь нормального эпидемиологического состояния. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерюнгри.
Перейдем к другим темам. Интересное и важное предложение внесено Алекминским советом охотников относительно сроков охоты в Министерство экологии. Первое – это охоту на гуся вести с 1 по 10 мая. Второе – ввиду малочисленности турпанов перенести сроки охоты на них с июня по май, с 21 по 24 в срок охоты на водоплавающую и нырковую утку. И третье – это полный запрет на добычу боровой дичи в весенний период сроком на 5 лет. Достаточно суровое решение принято на основании мониторинга, который показывает, что дичи становится все меньше. 2021 год показал, что все-таки лесные пожары прошли по всей республике. И на основании все-таки данных охотников, на основании уже введения, на данный момент мы проводим зимний маршрутный учет охотничьих ресурсов, и уже по ним видно, что все-таки численность боровой дичи намного ниже, чем по предыдущим годам охоты. В связи с чем и было принято решение, значит, ввести полный запрет на боровую дичь в весенний период сроком на 5 лет. Но думаю, что в этом году все-таки решение будет принято и ведут все-таки запрет на боровую дичь в весенний период и на территории охотничьих угодий Алекминского района. В Якутии республиканский целевой капитал «Дети столетия» с 1 января получил 561 ребенок. Всего с начала года в республике на свет появились 860 детей. Из них принято 561 решение о предоставлении целевого капитала в отношении тех граждан, которые имеют право на целевой капитал, то есть являются гражданами Российской Федерации и имеют регистрацию места жительства на территории республики. Сведения запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия. Сегодня в Алдане состоялась церемония открытия детского сада «Дельфин» на 120 мест. Первая свая здания была заложена в 2020 году, а вопрос о необходимости нового садика назрел более 10 лет назад. «Дельфин» был одним из наиболее проблемных дошкольных учреждений района. С новосельем дошколят и педагогов поздравили наши коллеги. Знаменательным для жителей микрорайона Солнечного стал февральский день, в который состоялось торжественное открытие детского сада «Дельфин». С новосельем сотрудников и их воспитанников поздравили представители власти, творческие коллективы, бывшие выпускники, родители и коллеги, педагоги школ и детских садов района. Это очень радостное событие не только для микрорайона Солнечного, но мы очень радуемся и все жители Алдана за такой прекрасный детский сад, который подарило наше правительство нашему городу, нашему району. И действительно дети придут в теплый, в красивый, в современный детский сад. В новом садике маленьких дельфинят ожидает масса сюрпризов. Отделка помещений произведена в едином дизайнерском стиле, а у каждой группы теперь появится собственное название. Садик давно ждали как дети, так и взрослые, а в последние недели педагоги и родители делали все для того, чтобы приблизить долгожданное новоселье. Вместе с родителями, все сотрудники, мы здесь все мыли, приводили в порядок, оформляли со вкусом, с душой, потому что мы это очень долго ждали. Вопрос о необходимости нового здания садика в микрорайоне Солнечном назрел давно. Отметившие 34 года сборно-щитовое строение давно исчерпало свой ресурс. Осенью 2020-го начались строительные работы. Мы вот так долго ждали, как, знаете, мы строили, наконец построили. Уже такое ветхое было здание «Дельфин», и мы всегда переживали, боже мой, холодно детям. И, кстати, очень многие родители возили в детские сады города Алдан деток своих только потому, что в группах очень холодно, но детки одетые ходили постоянно, да. И теперь замечательное светлое здание, вы знаете, прямо слезы наворачиваются. Просторные теплые группы готовы к приему дошколят. Всюду установлена новая мебель и игровые комплексы. Помещения оснащены современным оборудованием. «Дельфин» примет малышей через несколько дней. Мы планируем переезжать все дни с 20 по 23, а деток будем принимать 24 февраля. Наконец-то мы дождались этого долгожданного дня. Ближайшие дни будут наполнены хлопотами переезда. К слову, переезжать придется недалеко. Новый садик расположился через дорогу от старого. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. В Хангаласском улусе дан старт году исторической памяти. Тематический год посвящен столетию Якутской ССР. Мероприятие началось с границы с городом Якутском возле новой приграничной стелы с названием «Улуса», которую установили в прошлом году. Здесь состоялся священный обряд Алгыс. Далее в городе Покровске общественность, разделившись на группы, возложила цветы к памятникам. Торжественная часть с произношением речей проходила в сквере братьев Ксенофонтовых. План на год уже составлен. Он включает в себя 60
55 мероприятий районного, республиканского и даже международного уровней. В этот год мы проводим в рамках проведения СХ Эркяни большое мероприятие – международный фестиваль круговых хороводных танцев. В данное время идут переговоры с такими странами, как Турция, Корея, Япония, Монголия. Также в этот юбилейный год мы проводим большой фестиваль муниципальных образований «Славим трудом наш край». Данный фестиваль пройдет с марта по июнь месяц, и на СХ Эркяни будут подводиться итоги. И пройдет данный фестиваль в очном формате. Компетентное жюри выйдет на местах, и в каждом муниципальном образовании пройдут большие концертные номера с выставкой. Сегодня в России отмечается День сотрудников транспортной полиции. О их работе узнавал наш коллега Александр Хавренко. Сотрудники транспортной полиции – первые, кто встречает нас при входе в аэропорт. Именно от их работы зависит безопасность нашего пребывания на территории аэровокзала и на борту самолета. В круглосуточном режиме полицейские следят за порядком на объектах транспортной инфраструктуры. Первоочередная задача – это охрана общественного порядка, общественной безопасности на объектах транспорта. В данном случае это аэропорт города Якутска, выявление, пресечение административных правонарушений, предупреждения, также преступлений. Мы осуществляем входной контроль, там, где сотрудники САП проводят входной контроль вещей, багажа пассажиров. Наши сотрудники полиции также присутствуют при этом для того, чтобы в случае выявления каких-то запрещенных предметов предотвратить попытку проноса, провоза запрещенных предметов в здание аэровокзального комплекса. Ну а также несут службу и на патруле. У нас заключается патруль 1-2 этаж, стерильная зона аэровокзального комплекса. Кроме того, каждого вылетающего сотрудники транспортной полиции проверяют при помощи специального устройства – кейс КПМ, который помогает определить, находится ли гражданин в розыске. Данное устройство называется кейс КПМ, предназначенное для поточной проверки документов граждан, вылетающих, с целью выявления лиц, находящихся в розыске, либо находящихся в сторожевом контроле. Вот проверили паспорт гражданки, написано в розыске, не существует, данных нету. Кстати, благодаря этому устройству чуть ли не каждую неделю в якутском аэропорту выявляются люди, находящиеся в том числе и в федеральном розыске. Спектр полномочий сотрудников транспортной полиции очень широк. От обнаружения запрещенных провоза предметов до розыска забытой в суматохе сумки и задержания правонарушителей. Также с транспортной полицией придется иметь дело тем, кто не смог побороть искушение и покурил на борту самолета. Те люди, которые пытаются покурить на борту воздушного судна, естественно, по прибытию в город Якутск мы уже проинформированы, как самолет садится на посадку. Наши сотрудники прибывают на самолет, и данного гражданина, гражданку, которые нарушают общественный порядок, наши сотрудники прибывают, реагируют, и, естественно, этот гражданин доставляется в дежурную часть. Хоть сотрудники полиции и работают в круглосуточном режиме, надеяться только на них не стоит. Каждый из нас может внести свою лепту в вопрос безопасности. Например, просто не брать посылки у незнакомых людей. Ведь иногда при помощи доверчивых пассажиров злоумышленники пытаются пронести на борт самолета запрещенные вещества. Был у нас такой случай. Выявлены наркотики ухищренным способом. Гражданин, придя в аэропорт, пронося с собой коробочку, в коробочке находились сладости, шоколадки. Проходили кинологи транспортной полиции со служебными собаками. Собака служебно обратила внимание почему-то на коробочку, остановилась, заинтересовалась. В итоге при доставлении в дежурную часть гражданина и хотел передать с незнакомыми людьми в дальнейшем, чтобы наркотики получил адресат. Мы поздравляем всех сотрудников транспортной полиции с профессиональным праздником. А пассажиров просим с пониманием относиться к просьбам показать сумку или ответить на несколько вопросов. Люди выполняют свою работу, от которой зависит наша с вами безопасность. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск.
В Якутске приступят к разработке новой модели городской транспортной сети. Она призвана создать новые маршруты, обновить автопарк, создать инфраструктуру для автобусов и внедрить цифровые сервисы для удобства пассажиров. Задачи по совершенствованию пассажирской провозки поставил глава Якутии Айсен Николаев. Он поручил подготовить проект плана в течение месяца. При создании модели транспортной сети Айсен Николаев поручил учесть мастер-план Якутска, на котором сейчас работают специалисты и который должен стать основой градостроительного развития города. А вот в Ленске ловят зайцев не в лесу, а в общественном транспорте. По предварительным подсчетам, около трети пассажиров не платят за проезд. Ежедневно автобусы муниципального учреждения перевозят более 1000 ленчан. Стоимость проезда не меняется – 28 рублей. Почему в общественном транспорте появились безбилетники, узнали наши коллеги. На работу Маргарита всегда добирается на общественном транспорте. В час пик не раз замечала, водитель на остановках не успевает рассчитать пассажиров. Среди них те, кто выходит, не оплатив проезд. Скажем так, да, у нас привыкли, чтобы у нас были кондукторы, чтобы все следили. А теперь нам дали, так скажем, свободу выбора, да, то есть тот, кто хочет и добросовестный пользователь общественного транспорта, он оплачивает. А, естественно, те, кто относится, ну, скажем так, легко к этому, да, они не понимают ценность чужого труда, из чего составляется зарплата водителей, да, и так далее. Они, естественно, пытаются избежать возможности заплатить не каких-то там 28 рублей. Зайцы в ленских автобусах появились этой зимой, когда в общественном транспорте убрали кондукторов. Замечать безбилетников начали не только другие пассажиры. На предприятии посчитали убытки. Выяснили, каждый третий пассажир не оплачивает проезд. Есть, которые добросовестные пассажиры, которые выходят, даже если толкучка такая, обходит автобус, и водитель лично отдает за проезд, оплачивает. Да. А некоторые прям стараются вместе со школьниками выскочить с автобуса и не оплатить. Сотрудники фирмы-перевозчика поясняют, школьники имеют право на бесплатный проезд, поэтому кто-то пытается выдать себя за учащегося, а кто-то и вовсе не стесняется выйти из автобуса без оплаты. Среди неплательщиков и те, кому новая система оплаты просто неудобна. Вижу такие ситуации. Водители открывают обе двери, люди заходят. Когда мы доезжаем до конечной остановки, водитель опять же открывает обе двери, и возле водителя скапливается много народу, и он начинает каждого оплачивать. У меня вообще, вот, допустим, проблем с деньгами нету, я всегда готов оплатить, но нету кондуктора, и я стою в основном в конце. Происходит так, что когда дверь открыта, я не хочу ждать, и поэтому просто периодически выхожу. Люди не всегда хотят платить, хоть это и невеликие деньги, но немного где-то в душе у них проскальзывает вот ярость, что меня же никто не увидит, я вот просто выйду и ничего мне не будет. Это, конечно, неправильно. То, что отмены нет сейчас кондукторов, это не очень хороший факт. Возвращать кондукторов перевозчик не планирует. Есть идея ввести на маршруты контролеров, но только в часы пик. Кроме того, рассматривается вопрос закупки турникетов. Недобросовестных пассажиров хотят штрафовать. Администрация Ленского района обдумывает, как ловить зайцев и привлекать их к ответственности. А пока на городских маршрутах все останется по-прежнему. Пассажиров будут рассчитывать водители. Валентина Фирстова, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». Парк отдыха в городе Нюрба функционирует круглогодично. В преддверии Нового года были построены ледовые фигуры известными братьями Максимовыми. Сегодня был организован субботник работниками администрации города, службы эксплуатации городских хозяйств, Дворца культуры «Кыталык» и дирекции развития общественных пространств. Начато строительство ледового лабиринта для самых маленьких жителей города. Он был спроектирован молодежной организацией. Кроме этого, в парке начнет работать каток, и с начала теплых дней будет организован прокат лыж. Сегодня организовали субботник именно по устройству ледового городка. В частности, мы делаем лабиринт для детей, для маленьких наших детей. И здесь каток тоже есть, мы каток сделали, и работает прокат работает. Коньки, там лыжи работают. Читать и слушать электронные книги не только на русском и якутском языке, но и на языках малочисленных народов Севера стало еще проще.
При этом доступная литература увеличилась в несколько раз. Сегодня в Якутске национальная издательская компания «Аяр» имени Семена Андреевича Новгородова презентовала новое приложение под названием «Аяр Бук». Идея создать приложение была давно, и с прошлого года компания «Аяр» взялась за создание данного контента. На данный момент в приложении находится 550 электронных книг, и с каждым годом их планируется добавлять все больше. Ко Дню родного языка и литературы и к 130-летнему юбилею выдающегося сына Якутии, ученого-лингвиста Семена Андреевича Новгородова, чье имя мы носим, мы выпустили первое мобильное приложение для чтения и прослушивания электронных и аудиокниг «Аяр Бук». На этом наш выпуск завершен, но наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Всего доброго и до свидания.